решил переатаковать. Иначе все это превратится в помойку. Мне сказали. Да, мне конкретно один уже знакомый сказал. Вся помойка в голове. Пора уже сливать. Для других это будет золото, для тебя уже... Там у тебя все по полочкам сразу станет. Да, а там у меня хаос полный. Поэтому я иногда даже не знаю. Сегодня думал, больше новичков будет, кто новичок у нас? Ну это я определил. Я специально как психологически. Хорошо. Чтобы была мотивация, да? Ну я рассчитывал ну ладно, это немножко скорректирую, наверное, да что? Конечно. Ой, опять я как перед софитами себя чувствую. Привыкай. Да, отвык от этих камер. Потому что в советское время было все-таки проще, да? Я в первый раз попал на телевидение в первом классе. Тогда была гостелерадио «Я СССР», ну, говорит, да? И там я впервые попал на передачу детскую, снимали, там стишки читали. Я вот помню первое волнение, но учитывая, что я перед камерами телевизионными оказался в первом классе, у меня стажа должно хватать. Это я свое эго держал и себя успокоил. Поэтому, в принципе, эти телефонные камеры не отличаются от телевизионных на самом деле. Да. Просто мы отошли от такого живого общения из-за того, что вот эти блага человечества для достижения цивилизации нас сейчас постепенно лишают живого общения. Поэтому люди очень остро стали нуждаться в живом общении, я вот заметил, да? Но у нас у всех, чем больше возникает потребность в живом общении, тем больше отговоров, да? Тем больше у нас дел, тем больше мы выпадаем из потока, дети, работа. Обязательно что-то найдется, чтобы не встречаться, да? Зачем? Телефон же есть. Нормально, да? А как вы считаете, по телефону можно нормально друг другу передать информацию? Ведь мир не только из информации состоит, но еще и состоит из энергии, да, все-таки. Идет обмен. Вот я вот каждого из вас сейчас чувствую. Туловищем, телом, до мозга еще не дошло. Ну, я как антенна большая, поэтому... Знаю, да, почему я улыбаюсь загадочно? Сама такая. Вот. Ладно. Я немножко хотела рассказать про свой инсайт по поводу, ну вот, при потреблении продуктов. Вас как зовут? Меня Максим зовут. Надежда. Надежда, очень приятно. Вы сколько раз уже, сколько времени потребляете продукты? Ну, я для сына. Для сына, да? Вы сами еще не пользователь, да? У вас сын болеет? Да. Ага, чем болеет, если не секрет? Вот в феврале поставили диагноз аутоиммунный. Аутоиммунный? Энцефалит, да. Сколько лет? 20. Ну, я вот, Надежда, если вам неудобно при всех говорить, да, вы можете не говорить. Но если можете, в принципе, это не секрет, чтобы, потому что все получают пользу. Ну, как бы у нас не секта, но все равно обмен информацией, если да, это на пользу идет любая информация. 20 лет. 20 лет. Во сколько лет заболел? В этом году. В этом году, да? В феврале. 20 лет. До этого было полное благополучие. Да. Ага. В феврале заболел. А началось с чего? Не знаю даже. Аутоиммунный, это у нас в медицине обычно обзывают аутоиммунным. Ирина Платоновна, вы согласитесь, наверное, да? Аутоиммунным обзывают все, что не могут объяснить. И не выяснять причины этиологии. Когда непонятные заболевания, когда уже сделали все, что возможно, на что способна официальная медицина, ну, тогда, наверное, грех смеяться, но это все аутоиммунные. У нас бывают аутоиммунные заболевания всего подряд. Очень часто встречаются аутоиммунные заболевания щитовидной железы, аутоиммунные заболевания, артриты всякие, ну всего. Но энцефалит это, конечно, не банальный случай. У вас как сейчас протекает? Он тяжелый форме, да, насколько я понимаю? Ну ладно, если хотите, можете потом мне рассказать, но посоветуйте. Вы, значит, с какого времени пьете? Сыну даете? С марта. С марта, да? Какие-то результаты, по вашему мнению, есть? Если нет, то говорите честно.
Если непонятно, то говорите непонятно. Нет. Ага. Ну, то есть как будто бы как было, да? Но тут надо учитывать одно. Мозг наш обычно воспринимает только негативную информацию. Мы вот когда вспоминаем прошлое, мы обязательно вспоминаем, ну, за память зацепляется только все негативное. Все позитивное мы не замечаем, и оно быстро вымывается. Поэтому нужно обращать усиленное внимание на то, что может быть хорошего. Не внушать себя, а стараться заметить. Потому что хорошее, оно приходит в наш мир очень трудно. Плохое приходит легко, да? Просто стоит только расслабиться, все так. Весь негатив нас обрет. А вот для всего позитивного, светлого, хорошего нужно делать усилия. Но, к сожалению, мы в таком мире живем, поэтому без усилий никак, если мы хотим идти по пути красоты. Ой, ну как психолог начал, да? Так, смотрите, да? Вот очень много вопросов. Не думал, Есть. Вот на столе. Я думал, это я для дурака. Маша. Испугался сразу трудно. Вот смотрите, очень много вопросов возникает по поводу дозирования. Биэпик. Значит, вы принимаете надежду обе капсулы или только ужин? Зачем тоже принимаете? То есть вы начали сразу комплекс? Да. Ага, молодцы. То есть это получается март, апрель, май, июль. 4-й месяц пошел, да? Значит, по поводу дозировки, да, очень часто возникают вопросы, как дозировать. Значит, у нас вообще считается наиболее древнейшей медициной это восточная медицина, да? Независимо от китайской медицины, вьетнамская. Вот это все направление, которые самые древние знания заложены в традиционной восточной медицине. Ну, в частности, я более близко знаком с традиционной китайской медициной. Ну, все они основаны на принципе дуальности, тоже знаете, да? Принцип инь-ян, да? То есть мужчина и женщина, светло, темно, черное, белое, вода, огонь и так далее. Это можно продолжать. И каждую стихию, каждый объект, который нас окружает, можно как бы придать свойство ян, и ясь придать свойство инь. То есть мы не состоим однозначно только из ян. Вот мужчина сидит, да, а вот женщина, да. И, то есть бывает, что у мужчины очень много иньского, то есть женского, как бы, не начала, но женских свойств. А бывает, что женщины более более такие деловые, там, лидерские качества, да. То есть сейчас очень много таких женщин стало, да? Тоже замечаете, да? Но это нормально, это природа нас как бы создала, поэтому из этого принципа, да, если это переложить на принципы европейской медицины, ну, то есть для нас все-таки инь-ян, вроде бы, мы все знаем, что это такое, да, но в приложении к практике непонятно, да. Вот. И у нас, вот смотрите, да, как это проецируется на наши знания, на более понятным языком, то есть как мы можем это использовать на практике для того, чтобы понять, как дозировать, в частности, капсулы LF8, утренние капсулы, потому что это базовое питание, с которого мы начинаем все. Ну, то есть даже мы, если кого-то приглашаем в компанию, естественно, у него сначала он жмотится, как всякий нормальный человек, да? Поэтому покупает только зеленые капсулы, потом, значит, он жмотится еще больше, начинает его делить. А когда мы ему говорим, что можно его делить, он такой радостный, начинает его усиленно делить. Потом он получает результат, а когда человек получает результат, у него включается уже жадность не к внешнему миру, а жадность к себе, к своему организму. О, оказывается, результат есть, а я только по 1/8 пью. Ну, выпью-ка я по 1 капсуле, и процесс пойдет быстрее, да? Как думаете, процесс быстрее идет? Да. Быстрее, но какой ценой? Через любой, когда мы что-то убыстряем, да, сжимаем, это все болезненно. Более болезненно, с большей затратой энергии идет, и, естественно, у организма есть понятие еще адаптации. Да? То есть мы не можем адаптироваться. Мы даже в этом, вот перенесите человека из 20 века, да, вот в том состоянии, в котором он жил, да, в наш век, он умрет, наверное, через 3 дня из-за того, что у него мозг просто не справится из-за обилия входящей информации, из-за этих страшных устройств.
ну и так далее, да, и заканчивая едой, я подумаю, куда я вообще попал, в другую планету, он вообще не узнает, что это адаптация организма. Но как вы думаете, наши ДНК и гены, в принципе, сильно изменились с 20-х лет? С наших бабушек, дедушек? Нет, конечно. Мутации генов, изменения хромосом происходят тысячи лет. Для того, чтобы адаптироваться, ну хотя бы сотни лет, хотя бы минимальные изменения идут, да? А тут какие-то с момента наступления советской власти у нас прошло. Это вообще даже, ну вот, только вот моргнуть не успели, да, это. Ни о какой адаптации речи не идет. Но тем не менее, видите, вот в каком мире мы сейчас живем. Мы живем, конечно, в чудесное время на самом деле. Поэтому многие ностальгируют по советскому времени. Ладно, смотрите, вот есть понятие ян, да? Ну, ян, вы знаете, да, что это такое? Что это ян по восточному языку? Мужское начало. Мужское, да? Ну вот так, ну это самое, да, вот женщина сказала мужское, значит это мужское. Лена, молодец. Это день. Да, ассоциации какие есть? Светлый. Еще. Вот женское, да? Ну, в принципе, все знаете, да? Я не буду повторять, что такое. Как в приложении к нашему организму. Значит, смотрите, да, наш организм состоит из... у нас в организме, знаете, да, мы состоим из многих органов, систем. Система подразделяется, ну, самое известное, и почему-то мы обращаем на него внимание, пищеварительное. Но мы все живем, при рождении и умирая тоже живем, да? Поэтому при любом кризисе, как говорят, да, пищеварительные заведения будут всегда востребованы. В любой ситуации, даже если мы не процветаем, или мы не умираем от бедности, жрательные места будут всегда востребованы. Поэтому, ну вот, в частности, пищеварительная система, какая система? Сердечно-сосудистая, самая актуальная система на сегодняшний день, да? Потому что очень много людей умирает от инсультов, инфарктов. Поэтому мы про эту систему тоже знаем, да? Но мы часто мало внимания обращаем на какую систему? Какая система управляет этими двумя системами и остальными всеми? Нервная. Вот. Наверное, нервная система относится к одной из самых главных систем, потому что эта система управляет всеми нами, включая даже наше сознание. Поэтому, наверное, нервная система – из чего состоит нервная система? Ну, вы все знаете, да, что и существует нервная ткань, из которой состоит нервная система. Нервная ткань состоит, нервная ткань – это нервные волокна, да? Это проводящая система, да? Смысл нервной системы, понимаете, да? По нервным волокнам проводятся нервные импульсы. Это не означает, что такое нервный, да, постоянно импульсы, да? Но это как провода, да? Ну, представьте себе любой бытовой прибор, там внутри все равно идет все по проводам электричества, значит, там батарейка, и мы включаем в розетку. И по этим проводам течет ток. Вот эти провода как раз у нас и являются нервными волокнами, из которых состоит нервная система. Ну, понятно, да? И каждый орган пронизан нервными волокнами, с помощью которых у нас мозг управляет любым органом. Вот йоги же любым органом управляют, да? Как вы думаете? Мы можем управлять, например, сердцебиением? Кто из вас умеет управлять сердцебиением? Только честно признайтесь. Нет. Нет, вы умеете управлять сердцебиением, вы ошибаетесь. Стоит задержать дыхание, и вы измерите, вот прислушайтесь к своему сердцебиению, и у вас сердце начнет биться медленно. Если часто дышать, будет быстрее. Да, но когда бежите или нагрузка будет. Значит, умеете управлять сердцебиением? Что вы говорите? Оказывается, умеете. Каждый из вас уникальный, вы все уникальными способностями обладаете. Даже сердцебиением можете управлять. А вы говорите, нет. А пищеварение можете управлять? Вовремя покакать, вовремя пописать. Да. У вас же это непроизвольно же не происходит. Конечно, в определенном возрасте это бывает. Тем не менее, да?
Но еще зависит от того, что мы можем, что мы впихиваем в свой организм, да? А это уже нам диктует подсознание еще плюс. Ну ладно. Значит, нервная система состоит из мозга. Я не знаю, как я его буду робить. Вы любите свой мозг? Да. Не всегда. Мозг. Я люблю вот так писать мозг. Ну, обычно, как я говорю, слышно как мозг же, да? Можно не мозг. Любите свой мозг. Значит, вот это у нас центральное пультовое. Это называется в медицине официально центральная нервная система. Значит, у нас мозг, это, наверное, самый ценный ресурс. Мозг состоит из нескольких слоев. Или из нескольких областей, можно сказать. Это же сложные, организованные, в принципе, орган, да? Наука только подходит к изучению мозга, как ни странно, да? Вроде бы мозг, как и с водой, да, ситуация, да? Вроде бы всю жизнь воду пьем, в воде родились, в воде все зародилось, и мы только в 21 веке обратили внимание, что вода единственное вещество во Вселенной, которое обладает аномальными свойствами. Хотя без воды же тоже не будешь, да? Мы все состоим из воды. Это отдельный разговор. Кстати, мозг на 98% состоит из воды. А не как некоторые там утверждают, умники в интернете, из жира. Что вы хотите? У вас ожирение, не переживайте, у вас мозг уже давно ожирел, он уже не из жира состоит. Нет, в этом тоже есть вид, но главное, что он из воды состоит. Поэтому очень важно понимать, какую воду мы принимаем, потому что это все равно состояние мозга прежде всего. Это тоже отдельный разговор. Вот смотрите, да, центральная нервная система, она состоит из... Это у нас как бы сознание. Грубо, да? То есть это то, что мы соображаем, логическое мышление, анализируем. Мы же не можем воспринимать окружающую реальность такая, какая она есть. Нам же обязательно нужно все оценить, да? Нам обязательно нужно из прошлого в этом сравнении сказать, да, она плохая, или он какой-то странный, или какая-то вода невкусная, да? И так далее. Мы вообще, в общем, мы недовольны всегда чем-то. Вот это все делает сознание. Теперь смотрите, да? Это центральная нервная система. То есть у нас нервная система состоит из двух отделов. Центральная нервная система. А из мозга идет кое-что такое странное, да? Это что? Это там расположено внутри позвоночника. Это спинной мозг. Да? Спинной мозг отходит от мозга. В спинном мозге своя функция. То есть спинной мозг, в принципе, можно сказать, вроде бы одновременно живет собственной жизнью, да? Но тем не менее он все равно как бы дружит с мозгом. Но спинной мозг называется, его отдельное обзывательство, да, вегетативная нервная система, да? То есть спинной мозг не менее значим, чем большой мозг. В принципе, мы можем отрезать на уровне шеи, да, вот здесь. Мы можем вот так отрезать, тогда вот это все умрет, и останется только мозг. В принципе, он может жить без спинного мозга. Спинной мозг без мозга тоже может жить. Такие случаи бывают. Я долго проработал в реанимации, я не буду рассказывать страшные случаи, когда это случается с людьми. Это случается. Люди живут годами без мозга или без спинного мозга. Без спинного мозга, если человек живет, это паралич полный, он сам не дышит. Чаще всего, если на высоком уровне пересечения спинного мозга. И это страшное существование. Чаще всего это поражает молодых, вследствие насильственных, нечаянных таких. Ничего случайного, конечно, не бывает, но тем не менее. Это перелом шейного. Шейных позвонков и вот такая, и лежат годами. А есть люди, у которых поражение мозга идет, те же там инсульты, там ишемические инсульты или там какие-то кровоизлияния в мозг, или там по голове стукнули, и мозг умер. Но зато у него все вот это ниже, все хорошо работает, но то есть одно без другого не может, да, я хочу сказать, что хоть они и живут отдельной жизнью, но они обязательно друг друга взаимодействуют. Теперь смотрите, да,
Вот эти вегетативности, если вот здесь, от каждого уровня, да, позвоночник, это же позвоночник у нас, да? Он же внутри позвоночника. Почему у нас позвоночник такой мощный, да? И почему у нас спинной мозг расположен вот внутри вот этого, это как бы охраняется, да? Черепушка, да, у нас очень крепкая, да? Ну, если там кувалдами, да, это место очень крепко. Вот, позвоночник тоже очень крепкий и гибкий. Природа настолько мудро все, ну нас до природы далеко, да? Хоть и ученые говорят, что они копию мозга сделали, да, я что не верю, как вы думаете. Искусственный интеллект совсем другой, это не искусственный мозг. Искусственный мозг, значит, вот смотрите, да, в мозге больше 40 миллиардов нейронов. Больше 40 миллиардов нейронов, причем во Вселенной, во всей нашей Вселенной, вы можете себе представить, что такое Вселенная? Кто из вас может представить? Лена, наверное, уже к этому приблизилась. Больше 82 миллиардов звезд во всей Вселенной. А в мозге человека больше 40 миллиардов. Ну, хоть и в 2 раза меньше, да, но говорят, что есть выражение, что мозг это копия Вселенной. Это маленькая, то есть у нас внутри, в голове каждого, маленькая Вселенная. Поэтому нельзя думать, что мы такие простые. Мы очень сложные, на самом деле. Каждый человек это Вселенная. В буквальном смысле слова оказывается. Я раньше думал, что это образно все. А так получается в прямом смысле слова. При этом, смотрите, да, наука изучает мозг уже много десятилетий, и я просто как пример хочу привести. Если у нас больше 40 миллиардов нейронов, наш мозг состоит, еще есть между ними связи, каждый нейрон имеет десятки синапсов и десятки вариантов взаимодействия с другими нейронами. Ну, можете себе представить, да, какой-то суперкомпьютер, не то, что супер, это даже не суперкомпьютер, а что-то, я даже не могу как-то словами выразить. Но тем не менее, вот смотрите, да, ученые изучали маленького паразита, червяка, который называется аскаридом. Наверное, слышали, да, что у нас у всех есть аскаридоз. В принципе, мы все носители аскарид в различных органах и тканей. Просто у кого-то меньше, у кого-то больше, кто больше. Так вот, у этой аскариды есть такая примитивная форма нервной системы, которая состоит из системы ганглиев, которая состоит из 320 нейронов. Барова. Па делает, да? Ну и что па. И вот эти 320 нейронов изучали ученые, как они друг с другом взаимодействуют, за какие функции отвечают, как они работают, да? 15 лет ушло на изучение этой несчастной аскариды с 320 нейронами. А вот подумайте, да, с нашими 40 с лишним миллиардов нейронами нашего мозга, мы хоть близко подошли вообще к функциям мозга? Я думаю, что нет. Мы изучили мозг изнутри, мы изучили, из чего он состоит, мы изучили, как он выглядит, да? У многих там, как бы назвала тонко, там, вытаскиваешь мозг и смотришь, вытаскиваешь мозг и ладно, не буду уже. Я даже посмотрела, но тем не менее, посмотрите, да? Понятно, да? Теперь вот отсюда, да, со спинного мозга, отходит к органам, это тоже там, сердце, да? Это было можно, как девушка нарисует сердце. Например, тут желудок, ну так далее, да, то есть не будем углубляться. Каждый орган управляется с нервами, которые отходят от спинного мозга. Ну, от этого мозга тоже отходит, конечно, много чего, да? Мало того, вот эта вегетативная нервная система делится на 2 отдела. Скажите, пожалуйста. И парасимпатическая. Так вот, симпатическая. Кстати, я по-латински слышу. Ирина Павловна, вы согласны, что это, в принципе, что-то в этом есть, да? Я не говорю, что так и есть, но тем не менее, как бы я просто своими сайтом делюсь. Значит, вот здесь начинается уже четкое деление функций нервов. Она делится на 2 отдела. Есть симпатическая нервная система, есть парасимпатическая. Значит, симпатическая, что это такое, да? Она отвечает за, грубо говоря, за выживание человека. Это действие, когда мы находимся в стрессе, хроническом, остром, неважно, когда мы долго находимся в стрессе, когда нас пугают или когда
нам надо выжить, подключается преимущественно симпатическая нервная система. Что при этом происходит? Чтобы нам лучше видеть в экстренной ситуации, мы же не будем там... у нас что? Расширяются глаза, вместе с тем расширяется еще и зрачок, чтобы лучше видеть. Вот эта симпатическая система, благодаря своей активации, она расширяет зрачок. Что у нас с сердцем происходит, когда мы в стрессе, когда мы хотим выжить, когда нам хочется жить, когда нам надо убегать от медведя, да? Вот, для нас это актуально. У нас начинается биться часто сердце, да? Что у нас дальше происходит? Что у нас с кишечником происходит? Нам надо, вот, когда мы будем убегать, там, чтобы все там бурлило, работало, и вот, там капали, писали, нет, конечно, да? Это все у нас тормозится, как бы выключается на время. Потому что во время вот этого стресса нам не нужно, чтобы вот эта пищеварилка нам мешала. Это мы в покое можем покушать и на диванчике, да, и наслаждаться музыкой. Ну и так далее. То есть вот это симпатично, оказывается, вообще отвечает за, по сути, за стресс, выживание, когда вам надо быстро мобилизоваться, резервные возможности. И при этом еще симпатическая система отвечает за то, чтобы мы же многие накапливаем жировые запасы, накапливаем гликоген, вот эту форму глюкозы в печени, да, тоже накапливаем, выброс идет. То есть мы за короткий период, мы же не можем находиться 24 часа в стрессовом состоянии, да? Мы только определенное время. То есть если мы будем находиться часами в стрессе, да, мы просто, у нас запасов не хватает организма, и мы умрем. Умрем, мне так не нравится. Мне нравится, мы перейдем, да. Перейдем. Да. Ну, умрем, да. Ну, физическое тело. Да, физическое тело. Наше биоскафандр, наши тельцы, оно просто умрет. И душа возьмет. Парасимпатическое, за что отвечает? Это совершенно противоположное. Парасимпатическое это, ну, так как я почему с животным миром сравниваю, да, потому что это примитивный мозг. Но это для нас он примитивный, для организма он очень даже не примитивный, потому что просто вот эволюционно, да, по Дарвину, хоть и Дарвина обзывают, да, но это тоже не разговор, но Дарвин был очень верующий человек, он никогда не говорил, что человек прожил из обезьян. Это потом настолько извратили систему. Так вот,
Господи. Вот так, вот это вот смысл.